Ассаламу алейкум. Это новый подкаст от молодежного IT-сообщества Ингушетии, Интернет. Сегодня у нас очень серьезный разговор и не менее серьезные гости. У нас сегодня тема обсуждения, как IT поможет развитию Ингушетии. И обсуждать эти важные вопросы мы будем с теми, и кто имеет колоссальный опыт. Я сейчас представлю гостей. У нас в гостях Анатолий Аскалонович Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. А также Тагир Абдулхамидович Аушев, российский ученый, профессор Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук по отделению физических наук по специальности ядерная физика и, что немаловажно, наш земляк. Слово вам, Анатолий Аскалонович. Насколько я знаю, в Якутии с начала 2010-х годов успешно развивается сфера IT. На сегодняшний день 85% экспорта IT-услуг в Дальневосточном федеральном округе приходится на Якутию. Расскажите нам об опыте Якутии в развитии инновационной инфраструктуры, с чего начинали, с обучения кадров, создания технопарка. Понятно, что у всех регионов свои особенности. Какой опыт других регионов вы использовали или считаете удачным, может быть, вы просто с кем-то советовались из других регионов? Спасибо, добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Очень, во-первых, хочу привет сразу передать тоже Национальной Республике Ингушетия. На самом деле страна российская наша очень огромная, и, мне кажется, таланты, на которых, по сути, построена IT-сфера, она богата как раз в субъектах. Именно вот это убеждение, что неважно, где ты находишься, в Сан-Франциско, в Москве, там, в Ингушетии или в Якутии, если у тебя есть возможности, способности и быстрый интернет, в принципе, ты можешь заниматься IT откуда угодно. Что пандемия, в принципе, и подтвердила, да? Но если кратко рассказывать, у нас вот подготовлена презентация, чтобы понимание было. Я коллег попрошу ее включить. Сейчас да, можно сразу там ее расшарить и прям первый слайд делать сразу, чтобы там карта республики будет. Якутия – это 3,1 миллиона квадратных километров. Огромная республика. Вот вы на карте ее видите. И, конечно, несмотря на то, что она огромная, жителей там меньше миллиона. И до декабря 2012 года у нас быстрого интернета в Якутии вообще не было. Да, то есть, когда мы начинали, вот как вы сказали, 10-11 год, у нас, вы должны понимать, мы начинали развивать IT, когда не было быстрого интернета. Это вот тоже такое важное замечание, потому что в то время в это не верил никто, включая самих жителей Якутии. Да? Ну и коллеги, конечно, из федеральных ведомств тоже. Когда я встречался в Минэке Российской Федерации, Минсвязи, все говорили, ребята, это не ваши там, никак не IT, да? Так, вот этими разными. Да, связь пропадает, да, коллеги? Я извиняюсь, я вот еду в машине, связь будет пропадать иногда. Может быть, Анатолий, может быть, видео отключить, чтобы канал разгрузить? Да, могу, да, могу. Потом включу. Да. Вот, и, в общем, когда мы начинали, соответственно, развивать IT, вот я с субъектами разговаривал, понятно, что в Якутии там IT развито, то есть надо понимать, что 10 лет назад оно не было развито, да, и в начале всей этой истории стояла вот как раз IT-комьюнити, то есть то, что я так вижу, у вас тоже сейчас уже создается IT-комьюнити, это, мне кажется, самое главное, то есть мы тогда... Вот сейчас создатель индрайвера Арсен Томский, тогда у него был сайт, есть сайт ЕКТРУ, да, компании Синет. Афанасий Алексей Ушницкий, это вот Майтона, тогда они назывались Улус Games. Вот, Эдуард Готовцев, который сейчас Фантастик, тогда они назывались Данго компания. Вот, и много-много ребят, там где-то 12 человек, мы собрались и создали ассоциацию развития IT-отрасли.
поставили цели себе, задачи, то есть популяризировать IT среди детей и молодежи, проводить хакатоны, проводить открыть школы по подготовке IT. То есть, да, и уже, да, поставили задачу создать IT-парк в Якутске, чтобы, ну, было ядро экосистемы, на котором мы бы вот, соответственно, развивались. Вот как раз сейчас можно следующий слайд включить, там видно будет IT-парк. Данные IT-парка, можно следующий слайд, наверное. Вот IT-парк, то есть это сегодня это 108 резидентов, больше миллиарда выручка резидентов. Понятно, что у таких компаний, как InDriver и Майтона, выручка гораздо больше, намного, но это вот в основном сейчас 108 это вот стартапы, да, такие вот, которые находятся на ранней стадии. Вот, ну что мы сделали, да, чтобы на самом деле все это случилось? Конечно, мы, вот, наверное, надо вернуться на слайд выше, там дальше, выше поднимите, коллеги. Там будет один слайд, где экосистема называется. Еще выше. Экосистема. Выше еще. Вот, да, вот. Вот так мы видим экосистему. То есть раньше мы тоже думали, что вот, ну, типа, создадим технопарк, и все будет хорошо. На самом деле в нашей экосистеме во главе угла это предприниматели. То есть если нет предпринимателей, то нет экосистемы. По сути, все, что остальное, это уже как бы, ну, как сказать, если нет предпринимателей, ради чего мы это все делаем? Соответственно, у нас есть предпринимательское сообщество активное. Потом мы создали собственный венчурный фонд. Ему сейчас в этом году 10 лет исполняется. Потом мы создали фонд развития инноваций. Почему мы создали венчурный фонд? И, кстати, это тоже из истории того, что всего 2% всех венчурных инвестиций Российской Федерации доходят до Дальнего Востока, включая Якутию. То есть это Владивосток, Хабаровск, 2%. То есть деньги, по сути, венчурные не доходят до субъекта. Это специфика бизнес-ангелов, это специфика венчурных фондов, потому что они хотят видеть их. Ну, то есть если внутри МКАДа проект находится, то есть понятно, что можно доехать после работы, пообщаться с ребятами, увидеть, что вот он рядом, и как-то, соответственно, ну, деньги не идут в регионы, да, в субъекты. Поэтому нам пришлось создавать все собственное. Вот в Якутии все, что создано, это создано силами самой республики. Вот. Деньги венчурного фонда шли с госкорпорации, называемая региональная инвестиционная компания РИК. Вот, допустим, фонд развития инноваций мы создали из проданных акций компании Алроса Нюрба. То есть это такие, ну, по сути, можно сказать, корпоративные, ну, деньги с частного корпоративного сектора, да. Вот. И фонд развития инноваций мы создали в виде эндаумента, то есть мы деньги положили в региональный банк, Алмаз-Регионбанк, и финансируем проекты с прибыли, которые банк дает, то есть тело не седается, а мы вот с той прибыли, которую дает банк, и мы, кстати, по 9% вложили в свое время, и, соответственно, у нас несгораемый остаток всегда есть, это позволяет нам рисковать деньгами, да. Он зарегистрирован в виде НКО, некоммерческой организации, для того, чтобы у фискальных органов, проверяющих, не было вопросов, что если там вы создадите акционерное общество или ООО, то есть надо извлекать прибыль. А на ранней стадии проекта очень часто прогорают, поэтому надо, конечно, ну, она близко к грантовой системе, но мы придумали систему опционов. То есть мы не даем грант, мы даем 2 миллиона рублей за 5% опциона, за право выкупа доли в проекте. То есть что это означает? То есть, допустим, на ранней стадии проекта там 10 тысяч уставняк у ООшки, то есть 5% это 500 рублей. Мы эти 500 рублей оцениваем в 2 миллиона рублей. То есть проект уже будет стоить 40 миллионов рублей. Вот, соответственно, нотариально заверяем это все. Потом, соответственно, в течение 3 лет имеем право либо продать эту долю, либо выкупить ее, либо продать хозяину. Я хочу сказать, что система работает, потому что у нас есть экзиты, у нас есть компания JobJob, которую мы профинансировали в 2019 году, и в прошлом году InDriver выкупил у нас в проекте. Да? То есть JobJob стал... То есть снова помехи у нас. ну, инкубаторе Орех, допустим, ребята сидят бесплатно.
это очень важный момент, что и надо давать бесплатно. Люди тоже не понимали, спорили со мной, что зачем давать стартапам бесплатно, ну, типа, надо за деньги, там, просто вы должны понимать, что вот эта так называемая долина смерти, первые 3 года, ну, у ребят нет ничего, то есть, да, пока они проект не сделали, пока они его не продали, им нужно время, хотя бы там, ну, около года, чтобы они создали какой-то продукт и вышли на рынок, хоть как-то, да, проверили свою гипотезу. Соответственно, мы даем помещение бесплатно, интернет бесплатно, оборудование на самой ранней стадии, да, деньги там, где никто не дает. Да, обычно в Силиконовой долине это 3F, там Friends, Family and Foolish, то есть это семья, друзья и дураки, как бы, да. Мы добавили 4 F фонд, да, то есть Якутск еще, да, дает, соответственно. Вот, и это позволяет, то есть мы профинансировали уже 150 проектов, но мы профинансировали около там 50 проектов на ранней стадии. Вот, соответственно, это создает некую воронку проектов. Мы понимаем, что вот мы задачу поставили там в год по 20 проектов финансируем, ну просто так, фонд так нам позволяет делать. И чем больше мы финансируем, которые там будут, там, возможно, умирать, возможно, появляться там, да, ну и кто-то из них будет добиваться успеха. Угу. Так, снова помехи со связью. Так, мы пока... Анатолий, вас пока не слышно. Так, чуть-чуть подождем. Возможно, подключится снова. Последнее это было 20 проектов в год, да? Угу. Что мы слышали. Ну, если смотреть на эту экосистему сегодня, да, это идеальный такой фундамент для появления новых проектов. Интересно, с чего это все начиналось. То есть первым, что появилось, наверняка просто технопарк какой-то или IT-коворкинг, может быть. Допустим, вот точно. Инкубатор, да, инкубатор, я так понял, он при IT-парке был, да, не отдельно. Ну, в начале сообщества, то есть были имена, появилось сообщество. Человеческие ресурсы, да, которые чего-то хотели сделать. Да. У них не было оптоволокна, здесь... понимаешь? Да, Тагир Абдулхамидович. Да, здесь Тагир, просто Тагир. Значит, здесь действительно очень важно, потому что Анатолий, да, можно на ты. Анатолий тоже сказал, значит, действительно все начиналось с комьюнити. Вот, это, я так понимаю, единственное пока то, что есть у нас. Вот. Но в отличие от Якутии, у которой, в принципе, были другие ресурсы для развития, это и природные, ну, в основном природные ресурсы. Вот. И то, что они пошли в IT, это просто дальновидная некая там стратегия вот тех ребят, и главным инициатором вот этой стратегии как раз Анатолий не являлся. Вот, которые посмотрели и поняли, что надо идти в эту сторону. А у нас-то и альтернативы нет. Поэтому для нас это вообще единственный вариант. Анатолий, да. Пока... Я извиняюсь, мы пропадали, да? Ты включался, да. Ты включался, да. Извините, коллеги. Последнее, коллеги, что мы слышали, что вы инвестировали 20%, в 20 стартапов задача была инвестировать ежегодно. Да, ежегодно 20 стартапов, да, я извиняюсь, коллеги. Вот, это позволяет нас, ну, то есть, развиваться опережающими темпами, потому что, то есть, на стадиях А там денег много, и вот, как индрайвер показал у нас проект, да, то есть, на стадии А уже люди приходят, инвесторы сами выстраиваются в очередь, а на пресиде и сиде нужны собственные инвестиции, да, поэтому мы вот эту тему закрыли. Сид и пресид мы закрыли. Дальше что мы делаем? То есть мы создали сообщество бизнес-ангелов, ну, обучаем, работаем с ними. Это опытные предприниматели из разного бизнеса, строительный бизнес, там, другой бизнес, да, соответственно, ритейл и
рассказываем про то, как можно инвестировать в стартапы. И, конечно, у нас тоже вот есть инвестиции из частного бизнеса. Вот, то есть мы создали вот такой внутренний рынок, да, где и фонды, и частный бизнес начал финансировать стартапы. Они поверили в это. Это было сложно тоже, мы очень долго с этим работали, потому что одно дело там ресторан открыть или там недвижимость купить, а другое дело вложиться в IT-стартап. Там есть свои риски, конечно. Но вот я помню, когда первый раз я встречался с бизнес-ангелами в Якутии, там где-то около 20 опытных предпринимателей было. Я сказал, первая моя была фраза, я говорю, у вас есть бизнес, у вас есть семья, у вас есть там дом, там яхта, любовница. Знаете, чего у вас нету? Они говорят, чего нет? У вас нет собственного стартапа. И все смеялись, говорят, ну да, это... В общем, такая история, когда, то есть мы сделали это модным, да, в Якутии, чтобы у тебя был собственный стартап, да, это... потому что понятно, что там не все стартапы взлетают, но надо тоже к этому относиться правильно, да. Вот. Потом мы работаем с федеральным университетом. Без университета ни одна экосистема не работает. Коллеги, это сразу надо сказать. У нас 19,5 тысяч студентов в университете. И, конечно, это очень хорошая воронка для проектов. Мы работали с университетом, он классический университет, он очень сложно менялся. Там есть свои ВГОСы, свои стандарты. И мы там вводили тему диплом как стартап, вводили предмет предпринимательства, создали вот студенческий инкубатор «Орех», там, да, то есть сами читали лекции. Там. Я тоже, вот, когда до того, как стал министром, читал лекции в Институте математики и информатики, бакалавров, магистрантов, чтобы, соответственно, рассказывали ребятам, чтобы они в студенческое время создавали бизнес собственный. И, кстати, неплохо, у нас есть несколько программ, предакселерационная программа есть, IT-бункэмп летний есть, где мы студентам тоже даем возможность создавать свои стартапы. То есть мы все делаем для того, чтобы создавать вот эти воронки, да. Ну и потом мы дальше пошли к школьникам. Так как у нас национальная республика, мы, в принципе, у нас долгосрочная стратегия для нас нормально. Мы вот с 2016 года уже 5 лет проводим конкурс «Моя профессия IT». Вот, бизнес нам помогает, там Индравер, Майкона финансирует этот конкурс. Мы ездим по районам в республике, проводим такие отборы, хакатоны, где это командный конкурс, где есть менеджер, дизайнер и программист, да, и, соответственно, дети там с 8 класса по 11 собирают команды и делают свои прототипы. Последний раз у нас был около 350 команд школьных, да, и 1500 участников. Очень огромный конкурс получился, шел 3 месяца. И многие ребята после этого конкурса выбирают профессию IT, то есть поступают в вузы, в наши центральные вузы, да, и, соответственно, мы качаем сообщество, да, потому что эти ребята, вот уже победители 16-17 года уже приходят к нам в IT-парк. Пропадает связь. С бизнесом. Частный бизнес начал создавать частные IT-школы. У нас около 50. Большие помехи. Казалось бы, Москва-Сити, да? А связь не самая лучшая. Не, Москва-Сити. В Москве-Сити связь нормальная. Вот. Анатолий просто в машине едет, подъезжает в Москва-Сити. Он только подъезжает. Да. В общем, получается, как по поводу, если говорить про школы, да, то есть 50 частных IT-школ, родители проголосовали рублем, то есть, конечно, они платные, эти школы. Есть и бесплатные, доп. Образования, но есть и платные, да, то есть местные школы, есть федеральные школы, есть местные, такие как школа Алтан, IT-школа Ларионова, где у нас примерно, посчитали, от 3500 детей где-то обучается. Вот. В основном джуны, да, то есть это и 3D-графика, программирование, там, начиная от Python, Java, там, заканчивая движками типа Unreal Engine и Unity, да. У нас так получилось в Якутии, что у нас очень активно развивается геймдев, благодаря Майтоне, в которой 1000 сотрудников, да, сейчас, вот. Типа фантастика. У нас вообще игровых компаний около 20 разных компаний, разного уровня.
геймдев очень востребован. Вот, и, конечно, мы вот сейчас создаем креативный кластер. Это вот, вы купили здание на 13 тысяч квадратов, потому что мы в IT-парке уже не помещаемся, к сожалению. Вот, и в креативном кластере у нас будет развиваться анимация, геймдев, ну и вот развитое наше направление кино, потому что для кино тоже надо много делать анимации. Вот. И еще создаем третий фонд теперь, называется фонд цифрового контента, да, чтобы финансировать уже проекты из анимации и из кино. Вот. Ну и если я про университет рассказал, крупные корпорации, да, то есть надо втягивать крупные корпорации. Вот Алроса вошло в экосистему нашего. Компании создали Алроса IT, они резиденты IT-парка тоже. Они нашим проектам ставят задачи, то есть там по машин-лернингу, там по другим вопросам ставят техническое задание, и наши резиденты IT-парка сидят и делают для них решения, собственно. Вообще, вот на самом деле, это мы подсмотрели вот в Бостоне, когда обучались. Они сказали, что крупных корпораций надо втягивать в экосистему, не просить у них деньги, а просить задачи, чтобы для IT-компаний ставились какие-то определенные задачи. У нас это не сразу получилось. Корпораты очень закрытые системы. В частности, у них всегда обычно собственная разработка есть или что-то. Но нам так получилось, что мы долго-долго активно работали с ними, доказали, что мы можем делать не хуже там, зарубежных производителей. И, соответственно, вот Алроса повернулась к нам, и, соответственно, сейчас мы с 2019 года активно работаем. Вот. И последнее, это вот государство. Мы создали Министерство инноваций, которое я возглавил в 2018 году. Это, кстати, в стране это единственное министерство, которое называется Министерство инноваций и цифрового развития. Естественно, у нас есть госпрограмма инновационного цифрового развития, где-то 1 миллиард рублей в год мы примерно тратим. Мы создаем IT-центры в вузах. Их создал я уже 11. Есть там образовательные программы собственные. Вот. Переобучаем взрослое население. Кстати, очень хорошая программа, коллеги, тоже, чтобы вы ознакомились. Мы 3-месячные курсы для взрослого населения, как вечерняя школа. То есть, допустим, какой-то сельхозработник или работник там, в бюджетной сфере или там, другой сферы может переобучиться, получить это курсы переподготовки, по сути. Вот. На уровне джуна они обучаются, и, соответственно, потом мы им даем возможность трудоустроиться в местной IT-компании. Вот. Ну, кратко все, коллеги. Вот так мы работаем. В общем. Анатолий, спасибо за рассказ. Очень подробно, очень кратко. Все понятно дали, всю информацию преподали. Мне хотелось бы спросить у Тагира, разве разрешили нам на «ты» общаться? Тагир, насколько вы считаете, реально перенять опыт Якутии в нашу республику? Потому что все-таки у нас и меньше людей, и предпринимательское сообщество не такое, так скажем, крупное, да, не настолько оно опытное, чтобы вовлекать их в IT-стартапы. И как вы видите вообще вот начало работы с нашей республикой? Ну, во-первых, что касается численности, мы всего лишь в 2 раза меньше Якутии. Это раз. Во-вторых, на численность как бы точно не стоит, потому что у нас есть преимущество, мы очень компактные, то есть мы все локализованы там, на небольшой достаточно территории, количество связей и взаимодействия между людьми здесь очень важно. Поэтому на численность точно не надо обращать внимание. Да, действительно, у нас предпринимательство, наверное, в меньшей степени развито и не меньше крупных предпринимателей в республике. Вот. Но, опять-таки, вот тот объем инвестиций, который необходим на начальном этапе, мне кажется, не такой большой, а сеть предпринимателей, которые по всей России, может быть, даже в мире есть, наших земляков и выходцев из республики, достаточно для того, чтобы запустить на первом шаге запустить это. Здесь определенную работу, конечно, надо сделать, и мне кажется, у нас есть все необходимые ресурсы для этого с точки зрения взаимодействия с этим бизнесом. Да? То есть мы, в принципе, до любого можем так или иначе дотянуться. Другое дело, что с той стороны, то есть тот первый шаг, о котором Анатолий говорил, это создание комьюнити, чтобы, условно говоря, было с кем разговаривать, было кому задачи давать. Вот это должно быть. То есть если, например,
вы говорите, что есть хотя бы какое-то начальное комьюнити, начальная группа людей, кому может подбрасывать задачи, можно найти тех людей, которые так, для эксперимента, для престижа иметь свой стартап, захотят вовлечься в эту экосистему. Не просто денег дать, а именно вовлечься в экосистему. Я думаю, что это реально сделать. Вот. Поэтому, как минимум, 2 компоненты из того, что Анатолий говорил, мне кажется, у нас есть. Мы можем найти, условно говоря, бизнес-ангелов, и, насколько я понял, все-таки есть какое-то начальное комьюнити. Дальше действительно нужно, конечно же, и технопарк создавать, и акселератор, и инкубатор, чтобы людям было где сидеть, бесплатно, так сказать, просто пользоваться интернетом и офисным пространством. Вот. Но принципиально не вижу никаких проблем, таких дилбрейков не вижу, которые бы не позволили реализовать эту стратегию. А самое главное, опять-таки, вот с точки зрения мотивации, да, у Якутии это все получилось, потому что они очень хотели это сделать. Была команда, которая очень хотели это реализовать. У нас это желание должно быть не меньше, потому что, давайте объективно, земли нет, ресурсов природных не так много, реальных способов каким-то образом еще на какой-то тематике поднять экономику республики практически нет. То есть IT в нашем случае просто единственный выход. Либо там дальше сидеть, так сказать, на дотациях и пытаться как-то выживать, либо поднимать экономику, просто пойдя в ту сферу, в которой единственное, что нужно, это мозги. Вот. А мозгов, слава богу, у нас, мне кажется, у молодежи, у детей наших достаточно. Вот. Главное просто в нужный момент дать им правильное образование и возможность для роста. И все. То есть, и вот Анатолий опять очень правильную вещь сказал. Мы национальная республика и можем себе позволить думать долгосрочно. Вот если мы будем думать с перспективой на 5 лет, ничего не получится. Вот надо объективно смотреть на эту историю с перспективой минимум 10-15 лет. То есть это тот период, когда, условно говоря, от школьника дорастает человек до предпринимателя. Вот если с такой перспективой смотреть, то дальше можно будет уже выстраивать определенные планы и делать шаги, которые позволят этим успехам. Вот, наверное, так я прокомментирую. Если я ответил, надеюсь, на вопрос. Да, просто, знаете, как получается, вот у Анатолия Скалуновича, у него огромный опыт в менеджменте. Кроме этого, он окончил там школу бизнеса, международную в Южной Корее по программе инновационный менеджмент, по управлению человеческими ресурсами. То есть, мне кажется, огромные знания, большое знание и большой опыт в этой сфере ему позволило привлечь и инвесторов, собрать комьюнити и так далее. В нашем случае, вот, допустим, наше сообщество, молодежное сообщество интернет, около 800 человек состоит, наверное, 10% занимается IT непосредственно. То есть умеет либо программировать, либо работать в дизайне, либо связано что-то с интернет-маркетингом. А если говорить о стартапах, это все-таки команды, в которых есть люди уже с какими-то навыками, которые умеют взаимодействовать и могут помогать в развитии проекта. Это уже другой уровень. Как вам кажется? Чтобы до этого дойти, нужно много действий. Давайте вопрос Анатолию переадресую, потому что вы ссылаетесь на Анатолия. Да. И, кстати, Анатолий, потому что, мне кажется, мы где-то в одном месте находимся. Где-то рядом. Да. В общем, я хочу что сказать коллегам, да, на самом деле очень важный момент, на самом деле
все все-таки решает сознание, да, сознание человека. Там очень много посторонних шумов, коллеги. У кого-то микрофон надо будет отключить. Коллеги. У Тагира, отключи микрофон. Спасибо. Вот, спасибо. Не, у меня выключен. Выключен, да. Ага. В общем, все стоит в сознании, коллеги. То есть мы же, вот я просто, почему вот Ингушетия, Дагестан, допустим, Якутия, у нас, допустим, очень развита вольная борьба. Да, и очень, спорт номер один в Якутии. И на тот момент, допустим, да, то есть если бы я открывал школу борьбы, это было бы понятная история очень для всех. И, кстати, было даже некое, то есть мы говорили о том, что, ходили к спортсменам, там говорили, что не трогали наших ребят вообще, потому что самое главное это то, что у них есть в голове, да, и самое дорогое. И просто договаривались, что наших айтишников никто не трогал вообще. Это тоже вроде бы сервис, да, такой смешной, но очень понятный и важный для людей. Вот, поэтому главное, мне кажется, что здесь договориться и начать это делать. Просто глаза боятся, руки делать. Вот начать с маленькой школы, с маленького, вот где рядом с ними, с маленькой школы, с маленьких хакатонов, с маленького комьюнити, начинать работать, привлекать каких-то других, скажем так, IT-компании другие, да, как-то, чтобы филиалы открывали. И потихоньку, вот мы менторим, помогаем, вот, работая с Владивостоком, открыли там филиал Майтоны, помогали создавать технопарк русский, вот, и у них потихоньку растет все. И Южно-Сахалинск сейчас начал тоже за нами, открыли на 1000 квадратов IT-парк. Южно-Сахалинск это вообще остров, да, то есть там тоже очень тяжело все, но тем не менее у них уже есть стартапы, которые появляются, да, то есть просто начать надо работать, не говорить, как бы не рассуждать, а вот начать делать, да, и вы не поверите, что вот мы объездили в Дальнем Востоке 11 субъектов, Чита, Анадырь, там везде есть стартапы, в Ингушетии 100% есть стартапы, вот, их надо собрать в одном месте, замотивировать их как-то, договориться с руководством Ингушетии. Очень важна позиция губернатора, очень важно. Нас вот Василий Сергеевич очень сильно поддерживает. Вот, и тогда все получится, то есть потихоньку. Эта история не про быструю победу, вот в чем проблема. Это не вот... Можно буквально несколько этапов я расскажу, как мы видим и что уже сделано. И вы нам как раз дадите комментарии по этому поводу. Сейчас очень сложно наладить связь между опытными специалистами и теми, кто начинает или хотел бы, да, вот, войти в сферу IT, так как специалисты зарабатывают достаточно денег, как бы, на проживание там и так далее. И чтобы отказаться от какой-то части работы и уделить внимание новичкам, обучить их, допустим, или просто там, участвовать в их развитии, да, как-то менторством или наставничеством. Очень сложно достичь договоренности со специалистами. Вот даже те, кто находится в сообществе интернет, мне бывает сложно, и мне, и вот ребятам, кто с нами работает над этим, сложно наладить связь между ними и перейти вот черту просто находиться там в телеграм-каналах, вот у нас есть по тематикам там, программирование, дизайн и так далее. И я так понимаю, все-таки нужно искать средства, чтобы оплачивать опытным специалистам какую-то часть времени, которую они уделят на обучение новичков, и таким образом начинать уже работать. Согласен. Не искать такой волонтерской деятельности со стороны опытных экспертов. Да. Тут идет четкое разделение, мы в этом плане тоже можем потом поделиться, если надо. То есть, допустим, вот Арсен Томский находит время, он встречается, несмотря на свою занятость, со стартапами просто мотивационные лекции читает. А системно учить программированию – это уже работа, за нее надо платить деньги. Вы абсолютно правы. То есть надо находить источники, соответственно, либо это будут родители, да, либо сами те, кто хотят обучаться, это тоже источник. Либо это будет какой-то государственный фонд, который или не государственный фонд, который будет оплачивать. Да, грантовая история может быть, чтобы оплачивать
создавать эти школы, да, и, соответственно, оплачивать эту работу. Причем желательно у нас, вот, допустим, был принципиальный спор с Минобром, то есть зарплата преподавателя должна быть не ниже хотя бы джунов разработчиков. То есть программисты получают больше, чем преподаватели, к сожалению. И чтобы нормальный программист пошел преподавать, ему нужно, ну, соответственно, платить нормально. Это тоже проблема, конечно, но надо ее решать. Мы решили это. Ну, я бы здесь добавил, может быть, пару слов. Вот смотрите, я понимаю, у нас там, может быть, не самая богатая республика, но по большому счету вот, у тех же родителей и родственников всегда найдутся какие-то деньги для того, чтобы хотя бы одного ребенка в семье, так сказать, обучить. Так вот, почему этого не делается? Потому что не видно перспектив того, что ребенок, обучившись IT, станет успешным. В первую очередь, с точки зрения финансов. Вот тот положительный опыт, который есть у каких-то команд, я надеюсь, вы нам сейчас, может быть, расскажете, что вообще есть какое состояние дел в IT в республике, да, какие команды есть, насколько они успешны, что они могут. Вот если бы такой опыт положительный тиражировать и рассказывать там, условно говоря, и по телевизору, и в интернете, и везде, чтобы родители видели это дело и поняли, что да, я одного из своих детей там не юристам, экономистам отдам, чтобы он там, или там самое сейчас популярное, по-моему, ну, что самое, там, силовые органы, да, потому что там куда-то, так сказать, он пристроится, какую-то копейку будет получать, но это же, ну, так не должно быть в нормальном обществе. Но, к сожалению, у нас у многих это единственный выход. Вот чтобы родители увидели, что есть альтернатива, об этом надо рассказывать. Об этом надо показывать по телевизору, во всех средствах, где только можно. Вот. И как только у нас же такая вот это вот сарафанное радио очень хорошо работает. Как только одни увидят, что, извини, там парень поднял там $100 000, да, или там сколько-то, ну, вот, на первом пресиле, правильно? То все остальные тут же, так сказать, скажут, я тоже хочу. Это, ну, это у нас стандартная история. Вот. Поэтому родители, это, мне кажется, один из самых главных факторов. Надо убедить родителей, что надо идти отдавать детей в IT. Поэтому, а для этого надо как бы некий пиар делать. Да, агитацию. Я добавлю, показывать положительные примеры. Мы недавно проводили опрос, собирали статистику зарплат ингушских айтишников. И после того, как мы статистику эту опубликовали, у нас был мощный наплыв участников сообщества. То есть люди просто видят, какие зарплаты у айтишников, это их интересует и подключаются. Да, важно сказать, что в республике очень мало стартапов, может по пальцам просто их перечислить. Но те, кто зарабатывает там достаточно большие деньги, чтобы приводить их в пример, именно местные стартапы, их почти нет. Это если говорить там об компании Intensiven, если говорить о ней, вот она игровая студия, то есть геймдевы, они получили контракт с компанией Wargaming, белорусская компания, работали с ней с 2019 года. Смотрите, а я же, да, вы сейчас расскажете про эту компанию, но просто небольшой комментарий. А не важно, что откуда деньги привлекаются. Более того, у нас в республике денег нет. Мы можем друг другу 1000 раз давать деньги, так всегда от этого толку мало. Поэтому деньги во всем мире надо брать. Точно не нужно, так сказать, говорить, где у кого соседа взять. Нет, весь мир, вот наш рынок. Поэтому и очень хорошо, это отличный как раз пример, что деньги откуда-то извне люди поучили, привлекли, так сказать, и в республику. А расскажите про этот проект. Покажи, Берт, презентацию, пожалуйста. Ну, это ссылка на Steam. Они создали игру под названием Diesel Guns и выиграли в номинации «Лучшая PvP игра». Это такой режим person versus person, типа 1 на 1, когда играешь. Вот. Ну, там такая игра, типа экшен. Машины с пулеметами, с ракетами друг против друга. Вот. Но эта компания работает с 2009 года, я в ней тоже работал больше 4 лет.
Потом я ее покинул. Они продолжали работать. Конечно же, от государства мы никакой там поддержки почти не получали. Даже более того, там палки в колеса получали. Вот. И мне, если честно, ну, я перегорел, я ушел, они продолжали. У них там сейчас штаб-квартира в Магасе есть. Ну, иногда на них обращают внимание, но они такие, знаете, немного инопланетяне скорее, чем молодежных, которые там, которую хотят поддержать там, в правительстве или еще где-то. Ну, этот вопрос тоже можно решать. Опять же, это менеджмент, это все умение убеждать, умение договариваться. А у нас очень сложно это делать, потому что, во-первых, менталитет такой, все генеральские, все хотят быть начальниками, всем хочется, чтобы в первую очередь им угождали. Ну, а госорганы хотят выделиться там сразу же на фоне других и просто там использовать больше, чем помочь. Поэтому сложно бывает договариваться. Как нам видится развитие IT, вот, ну, хотя бы в 2022 году, что мы планируем сделать, да? У нас нет таких навыков там на 5-10 лет стратегию разрабатывать. Ну, мы только начинаем сейчас работу, более там полугода у нас сообщество интернета развивается. Кроме этого, мы создали некоммерческую организацию под названием Solva, которая будет заниматься просвещением, образовательной деятельностью. То есть мы постараемся лицензию получить, чтобы у людей были документы, удостоверяющие, что они там обучились. И главное, чтобы у них были знания также. Сложность здесь больше состоит в том, что преподаватели, которых мы привлекаем, вот с ними сложно договариваться, так как, например, преподаватель по там, языку Python, да, или PHP хочет достаточно зарабатывать, да, чтобы тратить свое время там на ребят. И ту стоимость, которую они запрашивают, и для людей это слишком много. То есть мы стараемся с ними договариваться по цене. Сейчас мы преподаем HTML, CSS, JavaScript, преподаем веб-дизайн, 3D-моделирование. Вот ребята из Интензибана согласились преподавать там по геймдеву вещи. Ну, не знаю, будем развиваться, попробуем что-то сделать весной. Мы сейчас хотим подать на грант от этой некоммерческой организации. Хотим провести IT-фестиваль. Пригласим специалистов из лаборатории Касперского, там у нас земляки есть, Джабраил Матеев в частности. Есть ребята с Объединенных Арабских Эмиратов, которые работают там в американской компании. Просто чтобы они замотивировали. В первую очередь, здесь уровень вовлеченности и интереса к IT у молодежи низкий. То есть люди не совсем понимают, что в программировании можно пойти и без знаний высшей математики. Многие думают, что там нужно быть каким-то гением, который сидит и 24 часа в сутки программирует. Вот. Ну, постараюсь что-то сделать весной, если получится получить именно грантовую поддержку. Опять же, все зацикливается на том, что сложно собрать ребят, которые готовы в течение года, 2, там, 5 лет работать над молодежью, работать с молодежью вместе. У нас нету даже пространств таких, где можно собрать их и вместе с ними, допустим, провести какой-то хакатон, какое-то обучение быстрое, там, да, допустим, научить их там хотя бы рисовать макеты сайтов, да, простых. Ну, посмотрим, что можно сделать. У нас такой вопрос к вам, Анатолий Аскалонович. Вы до того, как стать министром инноваций... Сейчас, Ислам, да? Слышно вас? Да. Да, у Анатолия слышно, вопрос. Да. Меня слышно, да? Да, слышно. А вы выключили микрофон. Сейчас выключили. Да, там кнопочка есть. Либо у вас наушники отключаются. Сейчас тоже не слышно? Сейчас слышно. Сейчас слышно, да? Да. Ну, ты слышишь? Да, я ты слышу. Можешь задавать, потому что в моих наушниках они услышат тебя. Давайте. Смотрите, есть предложение. Вот Тагир нас пригласил в Ингушетию в марте. Угу. Вот. Мы можем сделать IT-десант такой, приехать, серию мастер-классов,
какой-то совместный хакатон провести, там, мероприятие, и круглый стол на уровне губернатора. Отлично. Давайте. Очень даже круто. Это очень круто, конечно. Да. Обычно же как бы всегда нужен какой-то пример, на который опереться. Просто мы приедем, и как-то должна возбудиться, ну, как бы, местное правительство, сказать, что как это, если у них получилось, у нас тоже получится. Вот Южно-Сахалинск точно так же сделал. То есть местное население начало требовать, вот, ребята, в Изякутии получилось, почему у нас нет? И уже можно принять какую-то дорожную карту, комьюнити собрать и потихоньку начинать степ-бай-степ. Еще раз говорю, не ждите быстрых побед, но даже маленький коворкинг в центре вашей столицы с маленьким образовательным классом уже может дать какой-то стимул для нашего роста. Смотрите, будет классно, если весной. Во-первых, шикарное предложение. Вот. Я действительно пригласил Анатолия с друзьями, ну, с коллегами, с друзьями в Ингушетию. Вот, соответственно, конец марта, начало апреля, мы так примерно, да, наметили вроде. И провести вот такой круглый стол с руководством, с мастер-классом, это тоже шикарное предложение, поэтому обязательно, так сказать, им воспользуемся и организуем все это дело. Для нас это огромная честь, просто, даже если вы просто приедете без мастер-классов. Смотрите, значит, я бы вот что сейчас предложил. Ну, во-первых, ну, к этой встрече было бы, конечно, неплохо собрать на стол, выложить на стол, как говорится, вот все, что есть. То есть, условно говоря, какие есть команды, какие есть преподаватели, какие есть там, не знаю, какой комьюнити, какие есть бизнесы, которые потенциально могли бы быть заинтересованы в IT-решении, какие есть предприниматели, просто к этому времени найти, может быть, предприниматели, которые бы потенциально готовы были бы инвестировать, просто там с минимальным, так сказать, ожиданием ответной реакции, так сказать, но с большими рисками, ну, просто, так сказать, как говорится, common реалшитов, так сказать, просто инвестировать в это дело. Вот. Собрать все это дело, чтобы та дорожная карта, о которой Анатолий говорит, которую надо принять вот, будет во время этого, значит, круглого стола, чтобы она была к этому моменту подготовлена. Потому что, ну, как бы, чтобы не просто там поговорить, а конкретно шаги на месте. Это вот один момент. Второй момент, мы сейчас с ректором университета готовим совместную программу с МФТИ по подготовке IT-специалистов. То есть, если все получится так, как мы планируем, то весной будет набор, там, порядка 20 человек на первый курс университета с очень жестким, четким отбором, так сказать, по всем правилам, на программу, которая будет организована и преподаваться частично преподавателем МФТИ. И это будет такая элитная группа, там, хороший десант, мне кажется, очень хорошая история. Да. Вот вам второй компонент. Третий компонент, смотрите, если бы, ну опять-таки, вот, допустим, у меня очень часто бывают там, и потребности в каких-то IT-решениях, и я просто сталкиваюсь с людьми, которым нужны подобные решения или что-нибудь. Ну, то есть мы все крутимся вот в этой среде. Я не один такой. Но никто из нас, по большому счету, не знает, что в Ингушетии есть хоть кто-то, кто может самое важное, ответственно, чего, так сказать, ну, там, мне не очень, может быть, приятно это говорить при Анатолии, да, но у нас есть, к сожалению, такая часто распространенная проблема, да, ну, не до конца, там, дедза, цеде, да, ну, вот как бы, так вроде сделали, отдали, так сказать, ну, а здесь очень важно, когда ты что-то поручаешь, то, что тебе важно. Это уже воспитание такое. Да, это воспитание, я понимаю, но это должно быть сделано, так сказать, на 146%, не просто на 100%. Вот если бы были бы команды, которые хоть маленькую задачу, хоть простую задачу, но готовы выполнить с максимальной ответственностью,
есть ресурсы, есть деньги, есть связи, так сказать, такие задачи давать. Но нету входного разъема, ну, у меня лично нет. Да, вот мы сейчас, наша с вами сейчас задача создать такой вот ответный разъем, куда можно было бы подключать эти внешние задачи. Вот если вы со своей стороны готовы эту часть взять на себя, я думаю, так сказать, и я со своей стороны, а может быть и Анатолий, если захочет, кстати, какие-то задачи подкидывать, да, мы могли бы обеспечить хоть минимальный поток задач входящих. Вот что вы скажете? Мы что можем от себя поделиться? То есть мы можем просто по-хорошему вот в IT-сфере это менторинг. То есть и это сэкономит вам время. Потому что мы много ошибались, много где спотыкались, да, то есть находили тоже противостояние, непонимание. Но я еще раз говорю, что путь в 1000 миль начинается с первого шага. Мы только на самом деле себя даже считаем, что в начале пути. Поэтому надо потихоньку. Главное захотеть, короче. И еще один будет момент. Правительство будет говорить, что вы обучите ребята, они уедут. Вот это было основной моей претензии ко мне. Что ты там обучаешь ребят, они становятся богатыми и уезжают. Вот сейчас, во время пандемии, сейчас нам вообще так никто не говорит. Майтон, драйвер Томский, в прошлом году 120 миллионов перечислили в якутской больнице на приобретение аппаратов ИВЛ. Это везде писали, говорили. В этом году во время пожаров они выделили 80 миллионов на борьбу с пожарами. И сейчас никто не говорит, что IT это плохо. То есть смысл в том, что богатые якуты не перестают быть якутами. Это важно понимать. И богатые ингуши, они не перестанут быть ингушами. Да? И они, где бы они ни находились, всегда будут поддерживать родную республику. Вот это комьюнити, а почему изначально оно начиналось с этого, и мы до сих пор так и дружим. И это важно. И там правительство, я думаю, просто будет соглашаться с вами. Потому что вот ту дорожную карту, которую вот мы сейчас обсудим, то есть выставляем техническое здание, они говорят, из этого мы вот это сделаем, а вот это не сделаем. И мы понимаем, что вот это чем мы будем закрывать. Партнеров будем искать или бизнес зайдет. То есть они должны сказать, мы из этого ничего не будем делать. Понятная история. Тогда, соответственно, вопросы к ним будут такие же. Дальнейшие. Да. Соответственно, понять, главное, что самим надо делать. Вы знаете, правильно вещь сказали вот по поводу ответственности, да, и по поводу компетентности. На самом деле, вот мы, ребята, которые в сообществе, которые организовали это сообщество и работаем над его развитием, у меня есть ощущение, что мы сами не до конца понимаем, насколько сложна эта ответственность, насколько вообще мы сможем потащить это, то, что предлагаете вы, допустим, работать над молодежью и так далее. И для того, чтобы себе доказать, в первую очередь, себе, что мы сможем, мне хотелось как раз-таки провести вот это небольшое мероприятие весной, вот это IT-фестиваль, получить грант, провести мероприятие, найти одаренных каких-то ребят, талантливых, креативных ребят, замотивировать их. И в первую очередь себя замотивировать, чтобы увидеть, что ребятам реально нравится, что эта тема здесь работает, и что у нас вообще получается проводить хотя бы такие микро-мероприятия, которые там будут длиться несколько недель. Если мы говорим об IT-коворкинге, технопарке, это вещь, которая будет там со стратегией, как сказали, на 5-10 лет, где будут там 100 человек, да, сидеть и работать над проектами. Это супер ответственно, это очень сложно на первых порах, как минимум, да, может быть, потом это все автоматизируется, будут какие-то разные люди со своими полномочиями, и нагрузка, да, с каждого из нас может упасть. Но, опять же, прежде чем вас приглашать, мне бы хотелось, чтобы мы, в первую очередь, вам и себе доказали, что мы можем и компетентны в этих вопросах. А можно я вопрос задам? Не подводить и Тагира, и Анатолия. Да. У меня вопрос есть, меня слышно? Да. Слышно.
Ну, у меня вопрос, в нем, возможно, есть два вопроса. Смотрите, вот нашему сообществу год, благодаря этому сообществу мы сами узнали, что среди ингушей есть специалисты, которые работают в крупных компаниях Яндекс, лаборатории Касперского, Apple, Tesla. То есть я специалист там, с десятилетним опытом, не знал этого. Вы в своей презентации сказали, что у вас сверху стоит бизнес, и у меня вот сейчас ключевой вопрос. У нас нет такого актива, как бизнес, у нас есть такой актив, как специалисты, которые там по всему миру, и есть кто работает в крупных компаниях, менее крупных компаниях. Как это идет в противовес, если мы сделаем упор не на бизнес, а на специалистах, то есть, по крайней мере, выращивание этих специалистов, и первое время рассказывать о них, там, просвещать. Это вот первый вопрос. Почему вот приоритет смещается в сторону бизнеса, а не в сторону специалистов? Может, будет какой-то комментарий? В общем, в курсе же Иннополиса? Да. Иннополис взял модель Бангалора. Бангалор, наверное, тоже слышали. То есть Индия за счет того, что они дешевая рабочая сила, они многие компании IBM, Microsoft и там открывали спин-оффы по разработке. То есть они нанимали специалистов, дешевые рабочие силы. И это тоже IT-столица. Это вот путь Бангалора. То есть вы будете воспитывать специалисты, которые будут работать в Яндексе, в Сбере, в Apple, как вы сейчас говорите. Да. У нас другая модель. Мы создаем бизнес, хозяина бизнеса. Ушницкий, который хозяин Майтона. Да? Сейчас Майтона создает Майтонаверс. Свою вселенную. Это два разных пути. Какой вы выберете сами? Это как в матрице. Влево-вправо. Потому что если бы вы воспитывали просто специалистов, они бы работали в Яндексе или на Германа Оскаровича Грефа. При всем моем уважении к нему, как-то не очень интересно. Поэтому мы создаем бизнес. И когда мы с Томском спорили по этому делу, я сказал, что у нас больше университетов, мы крутые. Я говорю, ваши специалисты будут работать в якутских IT-компаниях. Мы будем их нанимать. И в этом наш путь. То есть много ребят в якутских компаниях работают с Новосибирска, с Питера, с Иванова. Норм. В этом и разница. Я понял. Окей. Интересно. Можно добавить, у нас в республике. Я только могу поддержать Анатолия в этом плане. Мне кажется, что просто с точки зрения экономики нам не подходит путь готовить специалистов. Это неплохо, это как дополнительная часть необходима, потому что это те же самые ресурсы для самих бизнесов. Потому что смысл готовить там предпринимателей, которым не с кем будет работать. Потому что непосредственно. Вы очень важно сказали, ингуши не так много, как якутов. Мы не индусы, нас не миллиард. Мы не можем создать там просто там какие-то миллиард специалистов туда отправить. Но мы можем создать 100 ингушских компаний IT, которые будут там, условно, потом по 100, по 1000 человек работать в разных уголках мира. Это $100 миллиардеров. И все. То есть нужно развивать нужно развивать и предпринимательство. Предпринимательское сообщество. В IT. Мне кажется, у нас немножко разные базы. Республика это у нас очень маленькая. Это немножко другие задачи. Республика очень маленькая. Я еще раз говорю, то есть в Иннополисе меня вызывали, мы эту тему очень долго обсуждали. Вот они сейчас открыли стартап-студию, открыли акселератор собственный, дизайн-студию, начали создавать собственный бизнес. Потому что они реально классных специалистов делали, программистов, но они не создавали собственный бизнес. То есть они пошли по вашему пути, правильно? По пути вот технопарка. Сейчас они перебываются. Интересно. Мы об этом не думали, да, вот что.
в таком разрезе? Для того, чтобы появлялись IT-стартапы, для этого, ну, это не просто привлечь деньги, обучить ребят и посадить их что-то делать. Они же всегда должны быть в курсе событий, в курсе трендов, следить за другими специалистами. Ну, это тоже довольно сложная работа. Второй момент, когда к этому подключается правительство. Вот, как вы сумели договориться с вашими госорганами? И потому что, ну, обычно в правительстве там и в государственных органах работают не айтишники сразу, да? Определились, они мало чего понимают об IT. Ну, чаще всего. Я не говорю, что у нас так же там или у вас так же. Можно я, Как прежде чем ты договориться? ответишь на этот вопрос? Да. Вопрос понятен. Прежде чем ты ответишь на этот вопрос, я, значит, свои 3 копейки вставлю. Ислам, значит, первое, там ты пытался комментарий вставить по поводу того, что у нас маленькая республика. В Якутии проживает 980 тысяч. У нас проживает, ну, там 500 000 примерно. Да? Ну, там, 30% может, молодежи от общего числа. Молодежи очень много. Поэтому порядка, то есть в 10 раз соотношения точно нет. Ну, пускай есть коэффициент 2, который может быть скомпенсирован за счет там, просто большой плотности и плотности взаимодействия, который на самом деле компенсирует, так сказать, численность иногда. То есть нет дилбрейка, вот это вот ощущение, что мы маленькая республика, ну забудьте про это раз. Как бы, но нет этих ограничений. Если вы сами не поверите в эту историю, точно ничего не будет. Поэтому, конечно, вот правильно, надо там хотя бы что-то сделать, чтобы поверить. Ну, давайте делать. Но поверить точно надо, это раз. А теперь отвечаю на вопрос, так сказать, чтобы правительство поверило, там, чтобы оно... Мое личное отношение. Любое правительство следует за трендом обычно. Поэтому не надейтесь, что правительство возглавит эту историю. Или правительство что-то сделает. Мы надеемся, что они не возглавят ее. Это хорошая надежда. Это хорошая надежда. Вот. То есть правильная надежда, чтобы они это не возглавили. Тут правильно. Но просто в моем представлении это должна быть следующая история. Вот представьте себе некий объем под большим давлением. Вот он просто распирает. И вот правительство, это, условно говоря, тот краник, который в нужное направление стравливает это давление. То есть направляет его в нужное направление, в нужное русло. Как-то окаймляет все это дело. Вот пока не будет этого давления изнутри, то есть пока не будет внутри там сообщества, которое говорит, все, уже энергию девать некуда, да. Нам нужна реализация, мы требуем, мы хотим что-то сделать. Вот пока этого не появится, по большому счету, правительство может подключать, что-то им говорить. Они какие-то слова даже могут говорить правильные, но они реально ничего не сделают, пока не будет вот сильного давления, которое надо будет куда-то направить, иначе оно взорвется. Вот функция правительства. Это мое как бы видение. Анатолий, теперь как бы... Да, несколько вещей сказал. Насколько большую роль сыграло правительство вот в реализации технопарка? Ну, вот это тоже вопрос. Правительство выделяло средства. Вот. Да, это важно. Не, у нас в этом плане... Опс. В общем, если говорить чистоту, конечно, ну, еще раз говорю, вот есть институты, которые, допустим, такие же, как правительство. Допустим, диаспора. Это же тоже институт такой, ну, как бы диаспора, да, который, в принципе, существует, с ней надо работать. Вот вы же тоже в эту сторону двигали, потому что встречались с людьми. Вы правильно абсолютно сам сказали, что я потратил миллион энергии. То есть я встречался с людьми, я говорил, ребята, где мы себя будем реализовывать? Там, в борьбе только? Кикбоксинг? Насколько это там людей мы трудоустроены, много людей, да? И доказал, что, в принципе, в этом направлении... Не слышно, да, по-моему? Слышно, слышно. Быть слышно. Слышно? Да. Вот. Сколько мы в этом
направлении трудоустроим людей. И, конечно, цифры, расчеты, доказательства, первые успехи. Потом параллельно выстрелила Майтона первый, да? Потом Линдрайвер выстрелил. Конечно, это все накладывалось постепенно. То есть доверие, оно появилось, как вы сказали, постепенно. И потом правительство уже в какой-то момент, уже в 2018 году, просто легализовало нас, то есть дав нам просто бразды правления, сказал, что мы же были неформальные лидеры. Потом через 6 лет работы стали формальными. Я вот сейчас всем говорю, я не буду министром, все равно я буду развивать это. Буду преподавать, рассказывать, менторить, там, работать. Поэтому вот как-то Тагир прав, что мы поддавили правительство чуть. То есть они не верили, глаза закрывали, там, не общались. Мы как-то параллельно развивались, а потом в какой-то момент поняли, что там победы, а правительству нужны тоже победы. Правильно я понимаю, Анатолий, что когда вы начали зарабатывать первые деньги на приложениях, да, тогда правительство и обратило внимание. То есть важно выйти на рынок и начать делать продукты, которые продаются. Да, коммерческий успех Майтона как бы снял много вопросов. Угу. Да, я закончу. Сейчас, допустим, вот фантастик 2 декабря выиграл на Steam сейчас, да? The Day Before сейчас выйдет вообще. У вас тихо слышно стало. Да, я говорю, Fortnite сейчас игра. Первое место на Steam сейчас. Угу. Вот, поэтому это уже 3-я компания крупная. Сейчас там 150 сотрудников, и они сейчас нанимают еще сотрудников. Угу. И сейчас не надо. У многих членов правительства дети обучаются в IT-школе. То есть это вот какой-то Рубикон произошел в году 17-18. И IT в Якутии стал как Бразилия футбол. То есть люди поняли, что отдавая детей туда, даже если он в якутской IT-компании не трудоустроится, он может спокойно там поехать в любое место мира, и он будет востребован. Потому что сейчас везде программисты востребованы. Это серьезно, то есть это 100%. Это беспроигрышный результат в плане инвестиций в детей. Поэтому Тагир-то прав, надо работать с родителями. Вот, отдавая, еще раз, я вот сам кандидат в мастера спорта по боксу. Ну и что и дальше? Ну, то есть, чего как и дальше. Поэтому надо же сообществу говорить правду. А люди умные. Они поймут. И вот я еще раз говорю, 3500 семей отдали там, по 3500, 4000 в месяц, чтобы детей обучали программированию. И теперь это уже не остановить. В Якутии это вот уже стало как снежный ком, он уже катится. Все. Я даже уже захочу отказаться. Меня позовут, сказать, ты что? Мы тебе поверили, да. Ну вот в Ингушетии мы работаем в этом направлении тоже. Первую IT-школу открыл, также называется Солова, это Бекхан Зармонтов ее открыл еще в начале лета. Она для молодежи, то есть там не дети именно обучаются, а молодежь. А также открыли школу Кодди. Может, слышали, международная школа Кодди есть, она по методикам Microsoft. Да, это франшиза. Также филиал открыли, она как раз-таки для детей. У нас они обе действуют в Ингушетии. Но, учатся немало людей, но и немного. Опять же, тут вопрос правильной агитации информационных кампаний. Даже интервью с вами, мне кажется, тоже повысит интерес к IT, как минимум. Да, здесь интересный вопрос. Задает вопрос, да. Как работать с родителями. Анатолий, да. ответишь? Мы начинали, вот вы будете смеяться, это 11-й год, 12-й. Я ездил в деревню, брал с собой сына Томского тогда. У меня было время. Афанасия, чуть-чуть громче, если можно. По школам ездили, проводили родительские собрания. Ну, то есть родительское собрание приходит, там сидит классный руководитель,
и класс, и мы презентацию. Что вот так вот можно создать сообщество в ваших руках. Давайте вот вы в вашей школе откройте дополнительные занятия. Вы можете кружок танца открыть, там бисероплетение, вольной борьбы и программирование. У школы есть такая возможность. У каждой школы есть, поверьте, средства на то, чтобы доп. Образование открыть. Пожалуйста, открыли, родители проголосовали, говорят, давайте программирование откроем. У нас сейчас вот по районам это 50 только частных школ, а как доп. Образование там 126, по-моему, доп. Образования по IT, по программированию. Я сейчас добиваюсь Минобра, додушиваю, чтобы это увеличили количество информатики и больше денег на доп. Образование по программированию. Вот сейчас додушиваю, они тоже в эту сторону идут. Поэтому родители стали требовать. Как бы это не только вы должны требовать, сообщество должно требовать. Примеров же тысячи. Вот даже вот эту компанию вашу, вот парни вытащили этого, пусть он интервью даст. Если у них успех есть хоть небольшой. А, кстати, мы уже делали с ним интервью. Да. Уже делали. Мы сейчас в сообществе практикуем такую вещь, как интервью с ребятами, которые достигли каких-то успехов. И как раз-таки их пример очень сильно мотивирует людей. И это вовлекает все больше и больше молодежи. Вы знаете, у нас, опять-таки, есть специфика. Все-таки, если мы говорим про родителей, то родительская аудитория – это, скорее всего, телевидение. Очень, у меня такое ощущение, то есть, может быть, вы меня поправите и скажете, что это не так. Но у меня такое впечатление, что, условно говоря, для родителей, если по местному телевидению что-то сказали, да, то есть обозначили, там, глава выступил или что-то, в принципе, показали какой-то материал по местному телевидению, то значит, это некий региональный тренд. Вот если это так, если мое предположение верно, и многие родители, как бы, смотря там, местные новости, там, ориентируются, так сказать, есть ли государственный тренд на это дело или нет, есть ли региональная политика в этом направлении или нет, то тогда надо вот такие интервью показывать именно по местному телевидению. Потому что Инстаграм и Ютуб родители чаще всего все-таки не смотрят. Есть, конечно, уже молодые родители, такие как мы, но большинство, мне кажется, все-таки ориентируется на телевидение. Может быть, я не прав, поправьте меня, вы лучше знаете ситуацию внутри республики. Тагир, здесь все сложно, потому что, во-первых, лидеров общественного мнения, там, по пальцам перечесть, может быть 2 или 3, и то они в религиозной сфере. И причем у отдельных, как бы, частей населения они свои могут быть. И причем какая-то вражда даже может быть между ними. Но это другой вопрос. А если говорить о том, насколько телевидение там может задать региональный тренд, или там глава республики, при всем уважении к Махмуду Алию Макшариповичу, даже рейтинг, который недавно был опубликован, показывает, что он теряет свои позиции в рейтинге, индекс авторитета, да, репутации среди населения. Это, конечно, не только от него зависит, но и от других, так скажем, госорганов, которые здесь работают. Опять же, говорить про телевидение как инструмент воздействия на родителей тоже сложно. По крайней мере, мне кажется, не имеет он такого авторитета среди родителей, чтобы говорить о нем. Да. Вообще интернет у нас недавно появился оптоволоконный. То есть раньше мы все были на 3G, 4G, там, на модемах мобильных. Даже в то время, когда и Интензивман появилась, вот эта игровая студия, мы работали в бизнес-инкубаторе. Это единственный, кто нам тогда помог. Ну и председатель правительства. Летом провел. Да, и председатель правительства тогда был Муса Чилеев. Вот единственный, кто обратил внимание на эту компанию. К сожалению, даже тот успех, которого они добились сегодня, да, вот в 2019 году с белорусской компанией Wargaming заключали контрактом на $100 тысяч. Это небольшая сумма, но для них это был реально прорыв. Несмотря на это, все равно вот такого ажиотажа среди населения республики не было, что вот, это наша как бы гордость. Если сравнить со спортсменами, которые там на Олимпийских играх побеждают, или просто там какой-то кубок Москвы выиграли по борьбе, это совершенно другое.
И IT пока не является таким авторитетной областью, так скажем. Над этим нужно работать. Ну, вот мы недавно начали делать. Давайте мы вот, на самом деле, это одна из ключевых проблем. Давайте мы вот, ну, там, как первое мероприятие просто продумаем, и мы со своей стороны, ну, в смысле, я в первую очередь, да, там, и на самом деле, в первую очередь вы, поскольку вы знаете внутри, какая ситуация, продумаем ряд мероприятий, чтобы сделать IT популярным среди родителей. Вот это очень важная история, мне кажется, и давайте просто продумаем некий план действий. Вы можете предложить, мы скажем, что мы можем сделать для того, чтобы это дело, так сказать, реализовать этот план. Тут вопрос есть интересный в плане того, что план действий, тут опыт Анатолия Скалоновича нам очень важен, потому что мы год поработали в формате, ну, хотели сделать 10 статей, сделали 5, хотели 50 видео, сделали 25, ну, сколько есть времени. И сейчас мы понимаем, окей, мы сформируем цели, что мы хотим сделать, в том числе то, что Тагир сейчас сказал, включим один из пунктов. Потом нужно это все делать. Окей, специалистов мы привлечем из нашего сообщества, которые это все сделают. Но нам не хватает какого-то управляющего органа, который внутри сообщества, или мы его должны создать, не хватает. Который будет управлять это все, корректировать, управлять. Анатолий, тебя не хватает. Точно. Это не специалист, который на зарплате. Правильно мы понимаем, что это должен быть уже какой-то человек на зарплате в рамках нашего сообщества? Должен быть духовный лидер в IT. Но он должен получать деньги за его духовность и за его лидерство. Не обязательно. Смотрите, вот я почему открыто сейчас выступаю вот сейчас даже в прямом эфире, потому что я знаю, что мое сообщество меня не бросит. Меня не бросит сообщество. То есть, если я завтра меня уволят с министерства, я знаю, что я все равно не останусь один. Да, и это важно. Это договоренности мужские. Мне кажется, вот то, что вы сейчас говорите, у меня просто это вот дежавю. То, что там вот правительство не поддерживает, то, что сейчас там вот, пока уверенности нет. Это проблема всех регионов, да. Немножко уверенности добавить надо вам. Сказать, что да, у нас все получится. И это, мне кажется, вот главная задача. Потому что вот та цель, которую вы выберете, вы пойдете, да? Вот я сказал там, типа, 10 тысяч сотрудников. У нас сейчас было, мы начинали вообще 300. Сейчас 3,5 тысячи. 3,5 тысячи. Зарплаты там... Просто нереально. Там 3 тысячи долларов. Это же нормально. Вот. Это супер. Да, и мы еще идем, но прикиньте, я ошибусь, и будет 7 тысяч. Ну, вот, не получилось. То же самое. Типа, будет, я сказал, в Якутске 1000 стартапов. Сейчас у нас пока в IT-парке там 108. Ну, не дожали, да, еще 900 надо. Но 100-то есть. Я к тому, что вот вы пойдете, вот вы говорите, работаете уже год, нормально. Мы в марте приедем, поработаем. Осенью мы будем встречаться через год. Уже будет другое. В 2023 году уже будет другое. Главное не сдаваться и идти в эту сторону. Это 100% работа. Вот я говорю, если мы захотим там развить баскетбол, пригласим там специалистов, построим спортзалы, будут чемпионы через 5 лет там баскетбольные команды. То есть это в любой сфере. То есть IT это не исключение, короче. То есть это... Если долго мучиться, что-нибудь получится, правильно? Правильно. Это работает. Да, это работает. Я согласен. Тем более IT это растущая история. Я думаю, что она, конечно, там 15-20 лет будет расти нормально. Можно как раз-таки работать с этими лидерами мнений, которые у нас есть, с теми же религиозными деятелями, со спортсменами, и через них транслировать важность развития IT. Конечно. Я думаю, они поддержат. Да, у нас недавно возникла идея, вот
в школе Кодди, которую мы преподаем детям, мы хотели договориться, у нас есть местная академия «Спартака», детская академия футбольная, футбольного клуба «Спартак». Мы хотели предложить детям, которые там обучаются футболу, чтобы они параллельно могли получить навыки в сфере IT. Если вдруг у них не сложится карьера там в футболе, допустим, то можно их будет перенаправить, так скажем, профориентировать в другую сферу. Да, и такой опыт был у Ярославского Шинника. Там вся детская академия выкупила курсы Кодди и преподавала детям помимо футбола и программирования. Ну, вот у вас замечательная идея. Ну, будем пробовать, будем стараться. Вы уделили нас много времени, так мы бы тоже не хотели вас задерживать. На самом деле для нас это огромная польза встретиться и с вами, Тагир, и с вами, Анатолий. Мне бы хотелось только уточнить, Тагир, говорят, вы руководили экспериментами на адронном коллайдере в Швейцарии и в Японии, правильно? То есть вы руководили экспериментами на вот этой штуке? У меня, скажем так, в Японии я руководил одной из научных групп, то есть не всем экспериментом, а одним из направлений. Вот. В Швейцарии я сейчас руководитель, соответственно, там, нашей группы университета в Швейцарии. Вот представьте, какой, это реально делает вас легендой для нашего населения, для нашей республики. Но при этом BMW дарит другим ребятам, каким-то спортсменам. Почему так происходит? Слушайте, я уже старый для BMW. Вам подарят поезд, чтобы могли иногда приезжать сюда. Про BMW история. Да. У нас тоже такая история. В общем, сидели тоже Арсен, Афанасий Алексей, это был 2014 год. Они говорят, Толя, что нам сделать? Мы много уже что делали. Я говорю, купите самую дорогую тачку. Якутск просто маленький, тоже как у вас. То есть, как деревня тоже. Вот. И они купили, я не помню, но очень крутую тачку. Просто они говорят, что нам делать? Я говорю, вы ездите на ней? Они же скромные, эти программисты все. Вот они купили эту тачку. Да. Да, они ездили на ней. И все говорили, ой, это что за ребята? Это вот программисты. Они своими мозгами заработали, купили Lexus. Lexus, да, Lexus. Вот. И все завидовали. И начали тоже. Мы тоже будем заниматься этим. Это тоже рекламная кампания была. Да. Рекламная кампания, да. Отличный ход. Потом они через 3 года, можно мы ее продадим? Она нам не нужна, она стоит, говорит, Нужно на машину наклеить наклейку «Я айтишник». Да. Еще знаем. Люди простые. Люди смотрят на простые вещи. И, конечно, когда они... Майтоны сейчас там... Вот в Якутске, в офисе же был ты? Да. Как Google, заходишь здесь, в Якутске. Естественно, все хотят там работать. У меня с министерства люди уходят в Майтону. Мне сказать нечего. Поэтому должно быть модно стать. Модно. Да, давайте мы... У меня предложение такое. Во-первых, мы действительно должны начать сейчас готовить встречу мартовскую. Это раз. А к этой встрече я бы предложил следующую вещь сделать. Вот нужна дорожная карта, а для этой дорожной карты нужны какие-то элементы. Соответственно, просто что мы можем положить на стол из того, что имеем сейчас. Вот давайте мы это упражнение просто сделаем. То есть я со своей стороны пообщаюсь и с потенциальными инвесторами, предпринимателями, которые готовы были бы инвестировать в какие-то проекты, и с потенциальными заказчиками, которые готовы какие-то проекты давать на заказ. Да? То есть есть инвесторы, проекты, которые вы решите, значит, это одна история. Второе, заказчики каких-то конкретных решений. А вы со своей стороны подготовите просто какие люди есть, что могут делать, уровень этих людей, включая потенциальных
там, руководителей, то есть не обязательно там, самих программистов, да, но, условно говоря, может быть, есть такие ребята, которые, ну, просто инициативные, те самые молодые предприниматели, которые могут, то есть, условно говоря, они сами не обязательно программируют, но которые готовы принять заказ и отвечать за выполнение этого результата. Давайте вот хотя бы такое упражнение сделаем. Хорошо. Ну и продумаем, какие действия по популяризации среди родителей. Хорошо, Тагир. Стараемся над этим вопросом поработать. Составим список тех, кто у нас уже есть и работает в республике. В принципе, у нас есть специалисты. Единственное, что они не связаны друг с другом, то есть они не работают над едиными проектами. А вот это может быть единственным препятствием, так скажем, над тем, чтобы их как-то организовать вместе. Ну, причем у нас даже есть те коворкинги, которые сами программисты организовывают. Ты уже не слышишь? Сейчас, я это дело. Я говорю, что у нас айтишники... Да, Анатолий. Я хотел сказать спасибо, просто у меня батарейка села на телефоне. У меня сегодня были перекусы. Думаю, достаточно мы очень много обсудили. Во-первых, спасибо Тагиру, который приехал в Якутию и внес мою жизнь немножко нерешительно. Мало кто знает, что есть у нас ячейка, который Аушев, один из родственников. Есть у нас даже общие вещи, которые можно обсудить. Поэтому мне это все интересно. Но, как говорится, больше не бывает односторонне. Поэтому если с вашей стороны будет немножко тепла, немножко энергии, поверьте мне, мы тоже готовы теплом поделиться и приехать в парк, в гости. Не важно там даже, не надо там супер прихорашиваться. Приедем, пообщаемся. Я думаю, что даже того, что, как правильно сказал Ислам, наша вот приезда будет уже нормальная. Может быть, толчок я возьму с собой еще кого-то из этих компаний. Чтобы пример был не только чиновник, предприниматель. Вот, пообщаемся, интересно, надо же жить, потом приедете в Якутию. Смотрите, у нас на самом деле можно запланировать, если у вас команда сформируется, можно приехать и учиться, то есть посмотреть, как офицированы созданы, что сделали. Может, правительство создаст такую команду, на самом деле. Туда выйдут разные представители. Привлекайте журналистов, сообщество различные. Хорошо. Большое спасибо вам. Большое спасибо, что уделили время. Да, и надеемся, будем на связи. Как только мы подготовим какой-то проект, план, мы обязательно вам скинем и будем работать в этом направлении. Огромное спасибо еще раз. Это по-любому. Хорошо. Будем прощаться тогда. Единственное, у нас конкурс. У нас конкурс в рамках нашего подкаста для тех, кто слушал. Кто предложит наиболее интересную идею по созданию какого-то уникального сайта или сервиса или приложения, мы подарим толстовку с нашей символикой интернет. Поэтому ждем ваших предложений, оставляйте в комментариях, присылайте нам в личку, многие знают нас. Это будем ждать. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Всего хорошего.